Это новости спорта на Якутия-24, в студии Полина Долинская. Первый сезон турнира серии «Большого шлема» принес победу теннисисту из России. Евгений Донской обыграл бразильского теннисиста в четвертьфинальном матче квалификации открытого чемпионата Австралии. 29-летний россиянин победил со счетом 6-7, 6-1, 7-6. Матч продолжался больше 2,5 часов. Под эгидой Ассоциации теннисистов-профессионалов соперники впервые встречались друг с другом. В следующем круге Донской 17 января сыграет с хорватом Виктором Головичем. Еще одна победа на счету российских спортсменов, теперь уже под эгидой женской теннисной ассоциации. Теннисистка Наталья Вихлянцева победила украинку Марту Костюк в четвертьфинальном матче квалификации открытого чемпионата Австралии, первого в сезоне турнира серии «Большого шлема». В турнире спортсменки встретились также впервые. Встреча продолжалась более 1,5 часов и завершилась со счетом 7-5, 6-2 в пользу Вихлянцевой. В полуфинале квалификации Вихлянцева встретится с теннисисткой из Болгарии Изабеллой Шинниковой. Турнир пройдет в Мельбурне с 20 января по 2 февраля. Нападающий «Металлурга» Сергей Мазякин впервые в карьере не примет участие в матче звезд континентальной хоккейной лиги. Об этом сообщает пресс-служба магнитогорской команды. 38-летний форвард, выступающий во всех 11 предыдущих матчах звезд, и является рекордсменом по этому показателю. Также нападающий является лучшим по результативности игроком традиционного матча. На его счету 29 голов. Известно, что Мазякину диагностировали гайморит. По предварительным данным, ему потребуется неделя для восстановления. В текущем сезоне он провел 46 матчей в континентальной хоккейной лиге, в которых забросил 11 шайб. Место Мазякина в команде дивизиона Харламова займет его одноклубник шведских нападающий Денис Расмуссен. Матч звезд континентальной хоккейной лиги пройдет на ВТБ-арене 19 января. Российский футбольный союз и главный тренер национальной сборной Станислав Черчесов близки к тому, чтобы подписать новый контракт. Известно, что новое соглашение будет рассчитано до 2022 года. Напомню, Черчесов возглавлял сборную России в 2016 году. Под его руководством команда дошла до четвертьфинала домашнего чемпионата мира, показав лучший результат на турнире в своей истории. Также российские футболисты, одержав 8 побед в 10 матчах отборочного турнира, успешно квалифицировались в финальную стадию чемпионата Европы 2020 года. Ожидается, что новое соглашение с 56-летним специалистом будет подписано на следующей неделе. 10-летний Ван Вука из китайского города Сюаньчэн с самого раннего детства предпочел игрушкам весьма взрослую игру. Когда он стал ходить, он начал интересоваться игрой в бильярд. Его отец заметил, что он играет как настоящий игрок, и сделал для него маленький кий. И с тех пор Ван Вука и влюбился в бильярд и больше не отходил от стола. Через пару лет появились его первые результаты. Сам мальчик не останавливается на достигнутом. Его цель – сыграть партию с китайским профессионалом и игроком в бильярд Динем Цзюаньхуа и, возможно, даже обыграть его. Семья полностью поддерживает юного бильярдиста, а отец особенно им восхищается, так как сам обожает эту игру. В Якутске в спортивном комплексе «Дахсун» стартовал чемпионат республики по стрельбе из лука. Участие в соревнованиях принимают 143 спортсмена из 17 районов. Выявление победителей и призеров будет проходить среди мужчин и женщин в дисциплинах классический лук, блочный лук и 3D-стрельба. Параллельно с этим стартом также в Дахсуне будет проходить республиканский чемпионат по стрельбе из лука среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата. Уже прошла предварительная стадия соревнований. Для судейства финалов в Якутск прилетит вице-президент Федерации стрельбы из лука России Виктор Сапунов. Конечно, есть повышение результата, да? Ну, можно сказать так. И в классическом луке, и в блочном луке, да, хорошие результаты тоже есть. Предстоит вот в конце января уже Кубок России, и чемпионат России, и международные соревнования. Вот к этим соревнованиям подготовка и отбор сборной команды республики. На этом у меня все. Будьте в курсе событий спорта на Якутия-24.